Вместо замка булыжник, а квартиру заменяет мусорный бак. Это Александр Костенко. Приехал в Казань из Ростовской области полгода назад. С тех пор его дом – улица. О том, что стало причиной этого, без слез не рассказывает. Сильный удар мне был по сердцу. Это дочь нанесла. Так обидно. Она сказала: папа, ты нам не нужен. Так Александр, как он сам говорит, пошел в загул. В Казань приехал с компанией, которая подобрала его на трассе. Историю о том, что происходило по пути, мы оставим. Факт. Мужчина остался без документов, в мусорном баке и без копейки. Тут бомжует 8 месяцев, живет в мусорном баке. Помогают добрые люди. Никуда его не принимает. Ильшат Гафуров с Александром познакомился в Центре бесплатной помощи нуждающимся. Он и попросил нас помочь его новому знакомому. Впереди зима. Мы обратились в Центр социальной адаптации. Помощь оказываем в восстановлении документов. Ну и дальше уже или трудоустройство, или помощь, если, как вы говорите, он с Ростовской области, то возможно и возвращение его на родину. На тот момент, пока он без документов, пока ведется работа по восстановлению документов, он может проживать у нас. Так что Александру сейчас стоит обратиться по адресу улица 1 Муромская, 33А. Об этом мы ему сообщили, хотя для него сейчас главная цель – вернуться к родным. Жена у меня Костенко Ольга Николаевна. А дочек? Дочку зовут Костенко Лилия Александровна. 14 февраля 82-го. Вот. И вторая дочь Костенко Светлана Александровна. Если у вас есть информация об их местонахождении, то вы можете обратиться к нам в редакцию через мессенджер по номеру телефона, который сейчас на экране. Мы еще вернемся к этой теме и обязательно расскажем, как Александр временно устроился в Центр адаптации. Салават Ухмадуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань.